Ага. Так, этот прямой эфир буду говорить на русском. Geçir koyamsыздар, мен орысшасын айтпаймын, бұл прямой эфирде. Бұл қырғызшасын айтпаймын, бұл прямой эфирде. Орысшасын айтамын. От этих фейктерді YouTube толтырған, қырғызша сөйлейсің тигендемде, керек болса сілерден көрі жақсырақ білем қырғызшаны. Керек болса түшіңер жорып берем. Бұяқта ақылды болу керек келечі. Бирде подписчигиңер жоқ фейктер. Сраный фейксіңер сілер. Анан тұрып алып жөніне қиын болу керек. Лоқсыңыр, сілерден тиынға сатып алатат, өзіңердің қыз абдырақатыңа жоғатып отасыңыз. Сен не қылдың елең деп. Ұрдым мен сілердей фейктерді. Ютубқа кіріп алып дүміле бірде подписчигиңер жоқ текті ұры бересіңер. Ошон үчүн мен орысша сөйлеймін. Айтып орысша, бұл эфирлер орысша болады. Анткени бұяқта иштин жагдайлары орысша болгон үчүн мен орысша айтам. Жөн эле мага акыл үйрөтүп эле, сен ким элең, сен тигиндей мындай, сен мындай бассың деп. Жок дегенде ошо бир подписчигиңер болсочу, бүт фейксиңер. Уважаемые друзья, так, 3 человека в эфире, 3 человека в эфире, будет на русском. Почему на русском? Потому что я буду обращение делать с президенту и в особенности к Камчагу Дашаевичу. А также здесь коснется председателя Первомайского районного суда. Сегодня только с ним виделся. Рамиль, привет, как дела, Рамильчик? Вот сегодня только видел, но странный он парень. Я с ним даже разговаривать не хочу. Но он странный парень. 4 человека в эфире, может быть, еще будете в эфир, кто-нибудь еще войдете в эфир. Большая просьба вас войти в эфир. Нургазы қандайсың, жақсысың бе, Нургазы? Нургазы, поделиться қой. Сілердің атамекендегілерді қосылып қойсын. 4 человека в эфире, 5 человек. Лайктан емеден қойсыңыр, ошондо емеден шығып қалағызда. Алейкум ассалам, Нургазы, жақсы, Құдай шүгір. Эльхан Ханович, здравствуйте. Эльхан Ханович, ничего себе. Эльхан Ханович, супер. Эльден Ханы, еще Ханович. Супер, молодцы. Так, 5 человек в эфире, еще раз делаем перепосты, лайки ставим, тогда больше будет аудитории. Само по себе Мамиля Измайлова, государство, аппарат принуждения. Да, вот это и получается. На сегодняшний день государство и получилось аппаратом принуждения. И очень сильного принуждения. Такого беспредела в следственных органах ГСУ, ГКМБ, ГСУ, МВД не было. Озвучивать фамилии сейчас пока не буду, ни следователей, ни начальников их, но мы все прекрасно, те, которые сталкиваются с этим беспределом, все прекрасно знаем, что это такое. Но вопрос заключается в другом. Поэтому прошу еще раз забросать лайками. Почему? Потому что если лайки не получим, то аудитория меня блокирует, старается всегда блокировать. Значит, сразу предупрежу фейков, предупрежу конторских, всех конторских предупрежу одну вещь. Я никогда не был сторонником митингов, шмитингов всяких. Я не сторонник всяких там переворотов. Я всегда говорил и говорю, все должно проходить в рамках конституционного поля. Поэтому в этой части завтра мне пришить там, призывы к государственному перевороту туда-сюда невозможно. Почему? Потому что я никогда не призывал и не призываю и не буду призывать именно к свержению конституционного строя. Потому что я законник, я считаю, что закон это превыше всего, и я буду говорить именно в рамках правового русла, а не буду призывать там всяким этим. Потому что я не сторонник этого.
Но критическое мнение о том, что творится в судебных органах, что творится в следственных органах, кто сейчас диктует над судьями и кто загинает судей, это обязательно я говорил, говорю и буду говорить. И как бы фейки, вы долбанные фейки, подконтрольные отделу информации Белого дома, вы просто бездари, потому что ни один у вас просто на Ютубе нету ни одного подписчика, вы просто финансируемая организация, которая должны бороться, но не борются, что поделаешь. Вот. Азамат Авсымов, салам алейкум. Абдукадыр Рустам, салам алейкум. Нурбек Абдрахман, салам алейкум. Абу Умар, салам алейкум. Азат Абдулдаев, салам алейкум. Азам ол жерде ақылмандар бар, ошол ақылмандарға дағы бір айтып қойын. Сілер ол жерде қырғызша сөйле, тигине мындай, сен тупойсың, тигине мындай дегендер, сілер өзүңөрдү карап алгыла. Күзгүнүн астына келсеңер, сілер ошо тупойлорду өзүңөр көрөсүңөр. Күзгүдөн ким тупой экен. Кыргызча сүйлөгөндө мен силерге керек болсо түсүңөрдү жооп берем, надо будет да. Бирок силер акчага жалданма, фейксиңер. Вот, ошон үчүн мындай ар турдула, бери. Вот 17 человек в эфире, большая просьба еще раз поделиться, потому что я сегодня уже утром делал обращение к президенту, не к президенту, я делал обращение к Камчатку Дашаевичу. Сейчас я буду делать обращение к Садыру Нуркожоевичу, а также создателям УПК и УК, которые на сегодняшний день действуют. Что это УК и УПК это страшнейшая, можно сказать, катастрофа. Но эту катастрофу можно пересмотреть. Поэтому в этой части вы бы могли бы просто обратиться. Поэтому я сейчас буду делать обращение к Садыру Нуркожоевичу. И если будет большинство, аудитория будет больше, и тогда будет как бы интерес к этому. И я надеюсь, что Камчатку Дашаевич и Садыр Нуркожоевич, они все-таки, как бы то ни было, они найдут возможность посмотреть или послушать. Потому что плохого я им не желаю, но критическое свое мнение я говорю и буду говорить, хоть бы что ни делал. А теперь, что касается до начала обращения к президенту, я просто хотел бы еще обратиться к судьям Первомайского районного суда. Вы сегодня просто, судья, видно было, что сегодня по одному делу просто судью сломали. Но реально судью сломали. И судья сегодня вынес неправосудный приговор, абсолютно неправосудный приговор, который основывается только лишь на показаниях одного потерпевшего, без доказательной базы, ни в судебном заседании, нигде не делал. И на голословных показаниях, и ни одного свидетеля, практически 2 свидетеля было, и эти свидетели оба не смогли найти это, но сегодня по приговору суда Первомайский районный суд в лице одного судьи, мною уважаемого судьи, я еще скажу, но он был единственным, может быть, он оставался единственным судьей, который все-таки был с ученой степенью, и единственный тот судья, который я уважал за его свое мнение. Но сегодня, получается, сотрудники ГКМБ, я там видел их сам лично, как они заходили, выходили, заходили к председателю, а также сам председатель Первомайского районного суда Алмаз. Вы сломали сегодня судью. Вы сегодня сломали судью, но при этом вы забываете, что вы сломали не судью, вы сломали правосудие. Вот. Вы сломали полностью правосудие. Это очень плохо.
И этим самым то, что вы сломали сегодня правосудие и ломаете правосудие, и в особенности Первомайский районный суд, вы ломаете каждое второе дело ломаете, каждое второе дело делаете контрольное. Вы забываете, что вы ломаете правосудие, и самое основное, вы ломаете себя в первую очередь. Из-за того, чтобы себя увидеть в Верховном суде и жить вечно, быть судьей вечно, то вы не забывайте, что и этот день пройдет, но наступит и другой день, когда все вот это бумерангом вернется именно к вам. И я сегодня мындай dilek коюн, бата тілеп коюн. О Кудай, за те решения, которые выносят судьи, в особенности судьи Первомайского районного суда. За то, что выносят судьи Первомайского районного суда, пускай они вернутся бумерангом им самим. Хороший приговор вытащили, законный приговор вытащили, то пускай он будет ваше благо. Незаконный вытащили, пускай он обернется бумерангом вам самим. И то, что вы работаете на телефонное право, тоже пускай, когда вас это коснется, тоже пускай это бумерангом. Поэтому аминь. Я вам это желаю. Хорошее выносите, хорошее, пускай вернется. Плохое, плохое. Вот. Поэтому это бумеранг, это жизнь. Сегодня у нас председатель Первомайского районного суда, я сегодня с вами даже, знаете, я сегодня с вами встретился, с вами поздоровался. Знаешь, Алмаз, я с тобой не хочу здороваться. Большая просьба, не подходи, не здоровайся. Ты проходил и дал руку, я просто не хочу с тобой здороваться, честное слово. Ну, честное слово. Ты всегда был мною уважаемый, хороший парень, я всегда тебя уважал. Ты хороший, таласский парень, я всегда тебя уважал. Но в последнее время, в свете последних вот этих вещей, которые творятся в Первомайском суде, извини, брат, но я не хочу с тобой больше здороваться. Я больше с тобой не хочу здороваться. Если ты хороший, то пускай вернется тебе все хорошее. Если плохое, то оно само даст жизнь бумерангом. Но сегодняшнее решение, которое было сделано, и как вы прогнули потом, как вы с этим судьей ходили и разговаривали, я это прекрасно понял. Я знаю, что творилось 31 августа. 31 августа, как вы меня хотели подставить на даче взятки. Как машина спецназа МВД, и следователь с ГСУ МВД, они были рядом. И вы думали, что я зайду и предложу взятку? Нет, не дождетесь. Я взяток не даю и давать не собираюсь. Я работаю по закону и буду работать по закону. А то, что я к вам захожу, я просто последний раз тогда для своего успокоения зашел к тебе, Алмаз, и просто попросил, помоги решить вопрос по закону. Просто решите по закону. И вы это восприняли, что я буду давать взятку. Я взяток не давал и давать не собираюсь. И мне плевать, сколько бы вы ни пыжились. На сегодняшний день у нас 31 августа меня хотели хлопнуть со взяткой. Твой следственный судья думал, что я принесу взятку. Я знаю, кто в ГСУ и МВД это курировал. Это я тоже знаю. Вот. По этому поводу у меня тоже есть кое-какие документы, по которым я буду тоже себя защищать. Потому что сегодняшний приговор это то, что думали, что я опять зайду и буду предлагать взятку. Теперь у меня встает вопрос, почему вы стараетесь так заткнуть мне рот? Это как и ГСУ, МВД, как и ГСУ, ГКМВ, опера, как и судьи, в особенности Первомайский. Возможно, Алмазик, возможно, ты в курсе этого, чтобы меня там при даче взятки. Ошибаетесь, я взяток не даю. И не давал, и давать не собираюсь.
И зарубите себе на носу, что если вы что-то провоцируете на меня, это все будут знать, что провокацию по даче взятки сделали именно вы. Есть заинтересованные лица, которые, ну и ты заинтересован, скорее всего, председатель Первомайского районного суда, а также заинтересован есть лица с ГСУ МВД, есть заинтересованные лица, есть заинтересованные лица в ГКМБ, оперативная служба, которые также хотят выслужиться, именно выслужиться перед своими хозяевами, чтобы убрать с вот этого прямого эфира человека, у которого есть свое критическое мнение. Мы живем в правовом государстве. Я всегда поддерживал и буду поддерживать только правовую форму всякого рода мероприятий. Но я никогда не призывал и не призываю, и не буду призывать к антиконституционным действиям. Я буду всегда требовать верховенства права и закона. И ваше старание меня подставить на взятки или еще что-то, или же постараться унизить меня перед моими клиентами, что я такой вот нехороший негодяй, который там... А негодяй почему? Негодяем я для вас становлюсь, потому что я не ношу вам взяток, поэтому я вам не негодяй, и поэтому вы стараетесь этого негодяя убрать. У меня было, повторюсь еще раз, у меня было критическое мнение. Я ненавижу сейчас вас, многих судей, и ненавидеть буду до конца. И буду стараться биться до тех пор, пока не наступит верховенство права, и судьи и не придут честные, нормальные судьи, которые будут соблюдать верховенство права, закона. А не тот маразм, который сейчас сидят в судах, и маразматики, которые сидят в Верховном суде, некоторые маразматики, которые уже из-за старости, уже я просто не понимаю, или из-за того, что близости к телу, вы уже страдаете маразмом. Поэтому я считаю, что вы сами даете себя унижать и уничтожать правосудие. Именно правосудие. Вы сами дали эту возможность. Вас имеют как хотят. Следствие ГКМБ, следствие МВД имеет вас как хочет. Вы забыли, что вы одна из ветвей власти. А если вы забыли, что вы одна из ветвей власти, то грош вам цена сидеть и совершать правосудие. Сегодня это яркий пример того, что вы просто прогнули судью. Начальник отдела ГКМБ, начальник какого-то ГКМБ, начальник отдела, на уровне начальника отдела ГКМБ, и плюс еще, скорее всего, это без председателя не обходится, скорее всего, вы просто сегодня показали, как вы убиваете правосудие. Именно вы убиваете правосудие. И это коснется вас. Я вам плохого ничего не желаю. Не буду желать, ради Бога. Я знаю, что вы сейчас смотрите. Я знаю. Под фейком вы смотрите. Поэтому я и говорю. Большая просьба. Больше не надо со мной здороваться. Я не хочу с тобой здороваться. Ты просто потерял уважение. И это я буду говорить до конца своей жизни. В свое время уважение потерял один судья. Я с ним не здороваюсь. Он же стал адвокатом. А ведь в одно время он там прямо аж выносил частное определение на меня. Так что жизнь, она сама по себе имеет такую... Поделитесь еще раз, просьба большая, никто нет. 16 человек только осталось в эфире. Ну, ладно, если даже здесь глушат, то на ютубе меня заглушить невозможно. Это все выйдет на ютуб. А теперь, что касается Садыр Нуркожоевича. Садыр Нуркожоевич, я считаю, что все-таки вас подводят именно вот такие бездари. Старание выслужиться перед вами, убрать там человека, который говорит критическое мнение, ему сказать там о незаконных действиях, то вам преподносят так, как будто он враг.
Садан Нурбаевич, вы же прекрасно знаете, я вам не враг. Камчик Адышевич, вы тоже прекрасно знаете, что я вам не враг и не буду вашим врагом. Потому что когда-то мы были в очень хороших отношениях. И я буду, как бы всегда, я не буду идти каким-либо действием. Но я вам скажу, что вот такие бездари, вот, которые сидят в судах, вот, молодежь, которая сидит следователями, у которых получили корочку, и у них амбиции появляются бешеные, то это те люди, которые убивая правосудие, они под вашими ногами закладывают бешеные бомбы. Они вам просто бомбочки закладывают, на которые вы когда-нибудь наступите, и это может нехорошим кончиться. Поэтому я считаю, что вы все-таки должны были вызвать председателя Верховного суда и дать четкий наказ председателю Верховного суда и сказать: уважаемый Замир Кадырмаевич, да, по-моему, почему нету единообразия судебной практики? Почему постановление Пленума Верховного суда не исполняется судьями местных судов и не исполняется следственным органом? Хотя это закреплено в Конституции, что Пленум Верховного суда является обязательным для исполнения всем судам и судьям, а также для единообразия судебной практики следователям. Почему следователи игнорируют? Почему следственные судьи не смотрят за правильностью применения данного законодательства? Вы это должны поставить вопрос. Почему вы должны поставить этот вопрос и спросить с них: уважаемый председатель ГКМБ, уважаемый министр внутренних дел, к вам тоже это относится. Почему ваши следователи забывают о том, что есть презумпция невиновности? Почему они забывают, что есть признаки преступления, где признаком преступления является объект — объективная сторона, субъект — субъективная сторона. И если одного из признаков нет, то это не считается правосудием. Но ваши следователи штампуют дела по приказу начальников отделов, служб и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны поставить этот вопрос. Если вы этот вопрос не поставите, это опять бомба против вас. Понимаете? Вы никак не можете понять, Садан Нурбаевич. Это бомба против вас. Это потом они будут использовать против вас. Те, которые работали и боготворили, говорили: о, великий Алмаз Арсенович. Потом буквально начали петь песни: о, великий Сооронбай Шарипович. А теперь эти же люди кричат: о, великий Садан Нурбаевич. Это из фильма, помните фильм? Я ненавижу, мне нравится этот фильм «Свадьба в Малиновке». Вспомните, самый ненавидящий мой персонаж — это персонаж вот этого старика, который менял шапки. О, наши пришли, о, наши пришли. Менял шапки. Белогвардейцы приходят, он надевает бескозырку, надевает фуражку, говорит: наши пришли. Приходят красноармейцы, он снимает шапку, одевает буденовку и говорит: наши пришли. И вот на сегодняшний день, вот такие выслужливые, они портят, которые стараются выслужиться перед вами, показать, что они там за вас, практика показала, что именно они и есть ваши враги. Именно они вам и делают саботаж. Я об этом говорил. В этом саботаже также надо УПК и УК посмотреть, которые надо исправлять. Почему я и говорю, Замиру Курамаевичу надо обратиться, ему надо немножко подумать, Замиру Курамаевичу надо немножко просто вот этой головой своей подумать и заставить вынести постановление пленума и добиться. Замиру Курамаевичу надо взяться, обязательно посмотреть, какие дела рассматриваются в дисциплинарной комиссии за неисполнение постановления пленума Верховного суда. Я написал заявление по постановлению пленума суда, что вот, следственный судья Первомайского района суда, Бектенов, и плюс еще коллегия Бишкекского городского суда, они просто взяли и тупо
не исполнили постановление Пленума Верховного Суда. Вот и все. Вот эти люди вас и косят. Вы не можете понять, это среднее сословие, которое привыкло, они как клещи вот так прицепились и сосут кровь. Вот и все. Они к вам просто прицепились. И им разницы нету, какая там голова поменялась, какая-то. Тело, Кыргызстан это тело. Они присосались к этому телу и сосут оттуда кровь. А кто стоит во главе, им плевать. Один пришел, они сказали, о, великий. Второй пришел, не о, великий. И все. А в реальности в остальном ноль, zero. Они никто и зовут их никак. Природа самой жизни, она все равно определит тот день, когда спрос будет с этих таких прислужников. Они все равно получают бумерангом, они даже об этом не знают. Ихний, вот поверьте мне, некоторые есть сотрудники милиции, которые были такие, судьи, я сейчас в особенности судьи многие встречаю, которым на простой козе нельзя было подъехать. Сейчас адвокаты, байкуш, ой, шалом алейкум, кандайчин канат. А какие они были тогда? И это же вернется. И вернется к тем судьям, которые не имеют боятся потерять свое кресло, боятся уехать в Баткен. Да молодец, один судья в Токтоулу ее назначили в Токтоулу, она взяла, да пошли вы, говорит, я не собираюсь под вами прыгнуть, взяла и ушла в отставку. Вот так вот. Несовершенство вот этого уголовно-процессуального кодекса, Курманкул Токтарлевич, вы были один из инициаторов изменения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Курманкул Токтарлевич, это срочно надо исправлять. Надо убрать из данного кодекса устойчивые показания, что преступлением признается только по устойчивым показаниям потерпевшего. Устойчивые показания потерпевшего должны определяться еще кое-какими, я говорю, 4 признаками. В уголовном праве это осталось 4 признака, что можно считать преступлением, а в Уголовном кодексе этого нету. Искен, я тебя рад видеть, дорогой. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Вот такие вещи и творятся. И то, что сегодня творится в судебной системе, и что творится в следственных органах, это просто беспредел. А вам, Камчик Кадыршаевич, я бы еще раз, как братишка ваш, я вам посоветовал, не давайте столько власти своим сотрудникам, простому составу, оперскому составу или же составу, следственному составу на уровне начальника. Не давайте столько власти. Они используют эту власть не во благо народа, они используют эту власть во благо, наоборот, уничтожения вашего авторитета. Вот дали такую власть, что вот сотрудник ГКМБ, да сейчас сотрудников ГКМБ каждая, я же говорю, уже собаки боятся сотрудников ГКМБ. Это мы ушли в 1937 год, понимаете, когда Воронок приезжал, черный Воронок приезжал, и НКВДшники приезжали и забирали людей. Привет, Искен. Привет, Искенчик. Поэтому я считаю, что вам стоит в очень срочном порядке, вслушайтесь в мои слова, пожалуйста, я вас очень прошу. Но этот беспредел надо останавливать. Они вам докладывают одно, а на самом деле другое. Они вас просто подставляют, вы можете это понять, вас страшно подставляют. Каждое второе дело подставляет. На таможне мы говорили о каком-то райме миллион. Да таких раймов сейчас таможни появилось миллионы. Там вообще появился серый кардинал таможни. Не говорим о каком-то этом. Вы делаете, да, вы выступаете, вы говорите, вы что-то хотите сделать, вы показать. Но вы там, может быть, делаете, вы на людях говорите, а за вашей спиной вот эти спиногрызы, они их можно просто сказать, они спиногрызы на вашу спину грызут.
Искен, это страшнейший беспредел идет. Ты просто не представляешь. Это вот без признаков преступления вот, существует, мы с тобой знаем, что есть. Ну, давай, это при личной встрече мы с тобой. Но беспредел страшнейший. Бля, я уже не знаю. Я уже говорю уже. Ну, это такая вахханалия творится. Это шандец. Это шандец. И ведь, понимаешь, и все прикрываются именами. О, это контрольное дело первого. Второму идешь, о, это контрольное дело второго. Вот такие вещи творятся. И каждое второе дело стало контрольным, понимаешь? Каждое второе дело, и с кем, понимаешь? Сейчас каждое второе дело стало контрольным. Либо президента, либо Камчыха Дашаевича. Вот и все. И все говорят, прикрываются их именами. Прикрывается именем, о, Камчыха Дашаевич это сказал, о, Садыр Нуркоджоевич это сказал. Приходят к судьям и говорят, и все судьи сидят и говорят, о, решите вопрос там решите. Пипец, пипец, ну реальный пипец. Они делают же саботаж нынешним властям. И именно вот это мелкая какая-то сошка, мелкая сошка, оно делает погоду. Председатель какого-то суда, он бог. Вообще, я не буду опускаться до их уровня. Искен, можешь не переживать, я до его уровня, до уровня председателя, он не мой уровень. Он сейчас старается любыми путями. У него маниакально появилась такая задача меня посадить. Да пускай сажает. Вот здесь один пишет. Таможня хуже райма беспределит. Ну реально, у меня тоже есть одно дело. Там взяли таможенников, вытащили. Поймали 11 человек, таможенников выпустили. С тем договором, что таможники возместят ущерб. Таможники вышли и сказали, во вам ущерб. А взяли простого пацана, 2 пацанов взяли, которые там оформляли документы, там бегали на подхвате, обычные толкачи. Пипец. Таможня вообще страшно стала. Я вот обратился еще к председателю таможни, братишке своему тоже сказал. Ты бы тоже посмотрел бы на своих замов. Ну, видишь, на замов смотреть уже бесполезно. К этому заму приходишь, он зам, о, это человек Ташиева. К этому приходишь заместитель, о, это человек Джапарова. Приходишь к начальнику отдела, о, это человек Ташиева. Приходишь к другому начальнику отдела, о, это человек Садыра Нуркоджоевича. Вот такие вещи творятся. Но это же вообще беспредел. Ну, пора прекращать. Ну, ребята, начальники отделов, ну прекратите. Вы же подставляете президента и подставляете Камчыха Дашаевича. Замир Искен. Замир Курамаевич уже не тот Замир Курамаевич, который был. Сейчас Замир Курамаевич вот такой, к нему нельзя подойти. Он же даже не вызовет и не позовет. Он наоборот скажет, ты кто такой? Вот и все. Жизнь меняется, кресло заставляет человека говорить о высоком. Он меня не поддержит. Так что вот такие вот дела творятся на сегодняшний день. Вот. Но это теперь окончательно можно сказать, что это непродуманность и необдуманность детализации нашего уголовного кодекса и уголовного процессуального кодекса. Это алчность среднего сословия. От уровня начальников управления до начальников отделов. Это бездарность и бесхребетность судей. Это старание стать лизуном и выслужиться перед любой властью. Вот эти 4 признака на сегодняшний день и делают саботаж самому президенту. Самому президенту. Вот и все. Самому президенту и Камчыха Дашаевичу. Я же вижу, вот Камчыха Дашаевич там работает. Молодец, супер
мне нравится, например, во многих местах он хорошо работает. Идеально работает, все хорошо. Но конечный результат. Начальники отделов свою выгоду ищут. Начальник управления свою выгоду ищет. Каждый из них старается выслужиться и показать, что он правильно, он такой вот за них болящий. Да ерунда это. Он сегодня за вас боролся, завтра будет за другого бороться. А до вас он боролся за того, который против вас был. Вот и все. Как быть, вот здесь пишут, вот скажите, что делать, как быть. Надо просто быть ответственным. Надо ввести персональную ответственность. Персональную. Надо убрать из-под Генеральной прокуратуры утверждение, чтобы было состязательно судов. Надо в обязательном порядке институт следствия объединить в одно и сделать одним органом и вывести его из-под МВД, ГКМБ, из-под прокуратуры и сделать единым следственным комитетом. Не надо много ума, тут много расходов не будет. Это не просто красные погоны поменяют там на черные погоны, да, к примеру, следственный орган. Все, больше ничего не надо. На тех же местах будут основаны, таких затрат не будет. Надо вот здесь, надо срочную реформу делать в следствии и в надзорных органах. И тогда суды сами по себе вынуждены будут идти на это. Непонятно, почему Садан Нургулиевич игнорирует это. Нурбек, правильно говоришь, вот следаком в России, да, надо единый следственный комитет, и чтобы следственный комитет ушел из-под утверждения обвинительного акта или прекращений тогда заработает институт следственного судьи, потому что уже гособвинитель уже будет говорить, это генерально утвердил, я должен поддержать, я обязан поддержать, хотя вина. А если, наоборот, там генерально не утверждает, следователь персональную ответственность несет, тогда будет толк, тогда будет состязательный судов, и тогда судья никуда не сможет деться. Бахтияр, я правильно, надеюсь, говорю? Вот такие пироги. А сейчас возьмет шеф пресс-службы. Президент возьмет трубку такой. Так, Хасанов там опять выступает, что-то против президента. Я против президента не выступаю, запомните. Мочите его! Все. И начнут мочить. Ты писать. А откройте фейки, они бездарны. Канчар Десайд, Садан Нургулиевич, вам необходимо в очень срочном порядке начать реформу в следственных органах. Начните, не боитесь, смело начинайте. С вашим рвением сделать что-то, у вас это получится. В срочном порядке. Если нужно будет, давайте, я тоже помогу. Я готов. Искен, да. Я готов быть там, сидеть. Мне не нужна должность. Куда еще, мне вот этой моей адвокатуры хватает. Я не хочу. Мне не нужно. Но давайте соберите практикующих адвокатов, практикующих юристов. Давайте мы все вместе поможем вам. Поработаем над этим законопроектом. Вот, посмотрите. Вы тогда заставите институт следственного судьи работать. А если институт следственного судьи заработает, то и заработает сам суд. Потому что институт следственного судьи сразу на начальном этапе будет уже работать. А гособвинение будет тогда точно надзирать за правильностью применения законодательства. Это же легко и просто. Вот, Диларон, вот скажи, мы же каждый день сталкиваемся с этим беспределом. Уже просто сил нету выдерживать этот беспредел. Или не так скажешь, Диля? Ну вот скажи тоже свое мнение. Ты один из опытнейших адвокатов. Даир говорит, Искен, скажи ты же тоже адвокат. Что вы молчите? Неужто не все хорошо у нас сейчас в наших следственных органах, ГКМБ, в МВД и в судах? Вы посмотрите, что творят
следователи, и как они издеваются над судьями. Они их просто ломают. Шоковую терапию следственным судьям обязательно надо провести. И вот на примере Бектенова и по моему вот этой жалобе надо было срочно провести. И тогда выяснится многие вопросы. Кто ему приказывал идти вопреки Конституции? Кто ему приказывал идти вопреки пленума Верховного суда? Да про адвокатуру даже уже говорить не хочется. Там тоже своя каша. Поэтому я никогда не вмешивался, искренне, я никогда не вмешивался в дела адвокатуры. Вроде такое предложение было президенту от ПМ Джапарова. Сказал, что в бюджете нет денег для создания следкома. Ну вот это Акылбека Джапарова вообще давайте забудем. Это Акылбек Джапаров, это один из первых, скорее всего, саботажников. Один из первых саботажников, который горит желанием, наверное, стать президентом. Потому что мне одни знакомые, его хорошие, близкие знакомые, мне один раз сказали такую вещь, что когда сидели, пьянствовали, у меня, говорит, на всех на них компроматы есть, и они со мной ничего не сделают. Наоборот, я с ними сделаю, и я заберу, и я стану президентом. Я такое слышу. И вот такой господин Джапаров, господин Наполеон, ну, я до него уже, я его просто уже... Я о нем даже говорить не хочу. О нем смысла нету говорить об этом человеке, понимаете? Это беда самих властьдержащих. Акылбек Джапаров это их беда. И если они не видят эту беду, то это их не проблема. Такая же беда, как и этот Туманбаев, такая же беда, как и этот. Ну, Туманбаев хоть еще немножко работает, видно, там работает, тут работает. Просто я не знаю, как работает, но видно. Но Акылбек Джапаров, ну, это беда. У него всюду вечно денег нету. Он готов последние деньги выжить с простого дихканина. А за продажу своих Дамасков и своих бизнес-центров за это он не хочет платить. Вот такие творятся дела. Поэтому в срочном порядке надо заняться реформой следственных органов. В срочном порядке. В первую очередь надо заняться реформой следственных органов. А не вот так, как провели в свое время Нурзбаев, по-моему, полковник был. Его идею просто взяли и сделали ГСУ, Следственный департамент, что то-то, то-то выведут. Да нифига. Надо было давно выводить из-под МВД. Все следствие надо выводить из-под МВД, из-под прокуратуры, из-под ГКНБ. И отдельным институтом держать, и там вот так вот взять все и ввести в законодательно персональную ответственность. Отмена, все, возбуждение уголовного дела против следователя. А другими методами исправить невозможно. Надо убрать, еще раз повторюсь, из-под прокуратуры утверждение. Пока в срочном порядке это надо делать, потому что Садан Муроджевич, Амджад Иршаевич, вы те люди, которые как бы мне не посторонние. Мне вы не посторонние люди, но я вам говорю истину. И за то, что меня вам преподносят, что я иду против вас, это вранье. Это вранье придумано в вашем окружении. Я просто человек, который имеет критическое свое мнение. И я говорил и буду говорить. А если за мое критическое мнение вы дадите команду меня посадить, то это надо просто обратиться к Следственному управлению МВД и также, скорее всего, председатель Первого Майского. Они быстро состряпают, они смогут это сделать. Они уже делают это, они пытаются меня посадить. И если вдруг что-то завтра меня посадят или еще что-нибудь, уважаемый народ, считайте, что это мне отомстили ГСУ ГКНБ и ГСУ МВД. И это все сделали при помощи Первомайского районного суда. Правильно, на все будет хорошо, на все воля Аллаха. Просто надо не забывать, что завтра тоже день, и завтра будет ответственность. А по судьям я сказал: о, уважаемые судьи, еще раз, в конце: о, уважаемые судьи, уважаемые следователи, я вам желаю, если вы выносите хорошие приговоры, пускай у вас будет все хорошо.
И я вам желаю, чтобы, если вы выносите плохие приговора, или же люди страдают от вас, чтобы это вернулось вам бумерангом. Вот и все. Аминь. Еще раз. Да, Искен, уже второй раз. Сегодня была вторая попытка, а все думали, что я зайду со взятки. Ну, это наш знаменитый Первомайский. И, скорее всего, в лице самого Мазика. Возможно. Так что, уважаемые друзья, уважаемые власть держащие, если вы в срочном порядке от выслуживателей не избавитесь, если вы в срочном порядке не пойдете на реформу следственных органов, то у вас никогда не будет работать институт следственного судьи. А если не будет работать институт следственного судьи, то не будет работать вся судебная система. Вся судебная система, как ветвь власти, она уничтожит себя. На сегодняшний день, можно сказать, в свое время Садыр Нурбаджевич, ну ладно, об этом не буду говорить, но есть 3 ветви власти. Да? Ну, на сегодняшний день одну ветвь власти уничтожили. Вторая под контролем другой ветви власти. Вот и все. Поэтому я надеюсь, что вы все-таки внемлете, слушаетесь. Я вам не враг, но я готов вам помочь, если вы решитесь на то, чтобы изменить и делать судебную реформу в следственных органах. И также, да, провокация была, Искен, правильно, вот, готовы что-то изменить и что-то принести для народа хорошее. Для народа хорошее – это справедливый законный акт. Для народа это справедливое следствие, справедливое, реальное следствие, чистота следствия, где есть. Для судов самих это вынесенный вами вердикт. Тогда, я думаю, все-таки вы останетесь в истории, как которые создают реформы, которые делают реформы. А реформу в следственных органах, Садыр Нурбаджевич, сделать легко. Реформу следственных органов сделать очень легко и быстро. И, как сказал Акылбек Джапаров, нет таких денег. Акылбек Джапаров, пускай в другом месте, здесь денег много не надо. Здесь просто поменять аббревиатуру и все. И ввести Конституцию и поменять аббревиатуру. Вот и все. Много здесь денег не так. И поэтому Акылбек Джапаров пускай не врет, что там денег нету, что там бешеные расходы. Просто там юристы и адвокаты, юристы не дадут вам списать деньги. Поэтому, наверное, вы говорите, что денег нету. Деньги, создать единый следственный комитет, это всего-навсего изменение аббревиатуры. И всего-навсего. И, может быть, форму. Созданием своего там, начальника, который не подчиняется ни министру МВД, ни председателю ГКМП, а напрямую подчиняется президенту. И вот тогда хоть кто-то начнет говорить, это нет. А в судах надо все-таки персонально ответственность судей тоже рассмотреть. Уважаемые друзья, я на этом закругляюсь. Большое вам спасибо за внимание. Большое спасибо за то, что постарались выслушать. Урматтуу достор, таарымаңыздар, кандай облыстагы орусчасын айттым. Анткенде муну болуш керек. Кыргызстаныбыз сак болсун, аман болсун. Алга Кыргызстан.